Мой-то Луптиду, он мой лучший друг. Попадет в беду, так ой, ох. Он смелее всех, мой глупенький щенок. Столько же потех придумать смог. Скакать как кенгуру, вместе с Луптиду. Петь как кокоду, вместе с Луптиду. Море занятий я с ним найду. Он любит поиграть, а реже Луптиду. Знаешь, что сказать, умный Луптиду? Что еще я вам скажу? Тебе идет зеленый нос, Луптиду. Но ты мне больше нравишься таким. Муа! Привет, Петунья. Привет, Луптиду. Смотри, вот Базя летучая. Привет, мальчики. Петунья, ты идешь? Пора перекусить. Ух ты! Какие хорошенькие. Послушай, банановая голова. Попробуй не попасть в заварушку сегодня. Да ладно, Петунья, ты же знаешь, это не про меня. Стой, давай сделаем еще Базиль и тучу. А я уже сделала, они на стуле. Ой-ой, прости, полагаю, я их раздавил. Да, они теперь плоские, как блин. Лучше бы как яичница с беконом. Да ладно, забудь. Модельная глина не слишком хорошо держит форму. Видишь? Вот так. Видишь? А давай возьмем модельное тесто. Оно держит форму. Соль. Ты нашел муку? Не спутай ее с сахаром, как в прошлый раз, помнишь? О, да, не напоминай. Я тогда уронил тесто, и оно прилипло. А теперь вода. Не слишком много, не то тесто будет жидким. Тесто? А теперь, Лупиду, внимательно смотри, как я размешиваю. Видишь? Вот так. Предатели! Никому не сказали, а сами пирог делают! Нельзя наступать на чужие дома! Я нашел это рядом с мукой. Что это? Дрожжи. С ними пироги поднимаются. Для модельного теста они не нужны. Ну, вообще-то можно положить чуточку. Может, фигурки станут более живыми? Посмотрим. Выглядит неплохо. Можно попробовать? Глупенький. Модельное тесто не для еды. Ты продолжай месить, а я принесу то, что нужно для фигурок. Там тесто потрясающе вкусное. Наверное, из-за дрожжей. Ух ты! Все лучше и лучше. Вкуснятина. Лупиду! Базя летучая просто супер. Надеюсь, мы положили не слишком много дрожжей. Прости. Теперь сделаем нас с тобой, и мама включит духовку. Спасибо, мам. Ну что, Луптиду, во что будем играть, пока фигурки выпекаются? Играть что-то не хочется. Мне что-то нехорошо, по-моему. Ты же не ел модельное тесто, а, Луптиду? Ел и добавил туда все дрожжи. Что? На кухню! Бегом! Ой! О, нет! Возьмем прихватки и вилки. Нужно все вычистить. О, нет! Сейчас готов? Да.
Ой, Ой. нужно это выбросить. Что же делать? В окно! Быстро! Отличная идея! Такое пугало для жадных кошек! Ау! Луптиду, успокойся. Если ты будешь бегать и прыгать, то не увидишь падающую звезду. А если не увидишь, то не сможешь загадать желание. С дороги, блохастый! Смотри! Падающая звезда! Ух ты! Можно сказать свое желание? Нет, Луптиду, чтобы оно сбылось, ты должен держать его в секрете. Но у меня идея. Шепни мне на ушко, и думаю, это не повредит. Хорошо, я хочу перейти весь двор до самого домика. Ночью? О, да! Это же будет веселее. Мы еще ни разу так не делали. Прошу, ну. Тогда надо сказать маме и папе. Зачем? Мы же увидели падающую звезду. Это приносит удачу. С нами ничего не случится. Пожалуйста, Петунья. Ну, тебе трудно отказать. Ладно, пойдем, мой Луптиду. Это гораздо дольше, чем я ожидал. Давай, Петунья, скажи, что ты загадала? Ну, скажи. О, ну, знаешь, чтобы мы были с тобой лучшими друзьями вечно. Там что-то шевелится. За мной. Куда ты идешь? Скоро вернусь. Петунья, подожди. Привет, что с вами, ребята? Почему ты прячешься в кустах? Ты нас напугал, Туча. Я не прятался, я искал падающую звезду. Тогда тебе стоило проснуться пораньше. Она уже упала. Ну и ладно. Я в своей жизни уже навидался падающих звезд. Наверное, видел тысячи. Призрак! Луптиду, это не смешно. Да. Базилий сказал мне, что если возникает проблема, нужно прятаться в теплице. Да, проблема большая. Мне нужно в туалет. Сейчас не время, Луптиду. Это
я. Базиль! Пришлось надеть этот костюм, чтобы напугать миссис Крот. Она ест цветы из моих горшков. Ха. Ха. У. Монстр! Отлично, от этой кротихи мы избавились. Звезда падает! О, Ну и где она? Ну вот же! Ты-то о чем, банановый мозг? прости, Луп-Деду, это не падающая звезда, это самолет. Мой бедный, глупенький малыш. Луп-Деду! Луп-Деду! Куда он делся? Да знаю я, что это самолет! Я вас обманул! Кто последний до домика, тот тухлое яйцо! Я не увидела падающую звезду. Кто-то опять не выключил фонарик. Я ничего не вижу. Просыпайся, Соня. Подожди, что я делаю здесь? Почему в утке? А? Почему? Вчера было так холодно, что я разрешила тебе спать в моей комнате. Вау, ужасная погода. Папа сказал, что река обледенела, и мы можем покататься. Нет, без меня, спасибо. Прекрасно. Повеселимся без тебя. Куда ты идешь, Петунья? На реку, кататься с Базилем. Осторожно, не подходи к опасной зоне. О, точно. Пока, мамочка. Нет, спасибо. Лед, кстати, это та же вода. Хоть и замерзшая, но вода. А вот и я. Подавать холодным. Круто. А где Луп-Деду? Еще спит? Сэр Лупи предпочитает домашний уют. Сэр Лупи не любит санки. Он предпочитает комфорт. Кто бы говорил, Туча, может, ты и вышел на холод, но ты точно боишься льда. Я не боюсь ходить по льду. Вы не знали, что кошки всегда приземляются на лапы? Эй, смотрите, она растягивается. С нее можно ускоряться. Только не повредите ленту. За нее нельзя заходить. Там лед слишком тонкий. Не бойся. Вот становишься на санки и тут же превращаешься в первоклассного айсерфера. Готовы? Да. О, круто! Давайте, веселитесь. А мне гораздо лучше в тепле. А может, кататься на льду — это весело? Но мне нужны коньки. Так, Эй! внимание! Дорогу королю катка! Похоже, король крышек хочет прокатиться. Держись, твое величество, готовься к взлету! Туча, ты главное не шевелись. Это очень опасно. Там лед совсем тонкий.
Мы его выручим. Я знаю, что делать. О, нет, только не ты! Прошу тебя. Прекрати, прошу тебя! Нет. А если я пообещаю тебе много вкусных растений? Пророю тебе много новых туннелей. Прошу, я отдам тебе все торты на день рождения. Все! Ладно. Пока. Держись, Туча. Подними руки. Поторопитесь! Лупиду, ты готов? Вперед, Лупи! Луптиду, из всех друзей ты высший сорт. Ты хотел сказать королевский сорт. Быстрее, Петунья! Давай еще раз! А почему мы стоим? Мы объехали вокруг дома уже 20 раз. Я устала. Вымоталась. Ну, в таком случае, поедем куда-нибудь еще? Да ладно, ну куда? Ну, откуда я знаю? Поедем... Поедем на край света. На самый край! Ну, знаешь, Луптиду, край света очень далеко. Это дальняя-предальняя дорога. При этом опасная. Но благодаря острому нюху я задолго почую беду. Поедем, Петунья. Ладно, скажи, что поедем. Прошу тебя. Ладно, пойдем. Поедем на край света. Обожаю тебя, Петунья. Обожаю. Готов? Все на борт. Следующая остановка — край света. О, крутая горка. Лучше бы нам вернуться. Не говори, что ты испугалась крошечной горочки. Нужно взять себя в руки, а я себя возьму в лапы. Нет, у меня все под контролем. Держись крепко, будет качать. Ой-ой, осторожно. Пешеход, в Все современные дети ездят так быстро! Безобразие! Вот это я понимаю, пронесло. Как же нам повезло-то? Где ты взяла водительские права? В коробке хлопьев? Мы еще не приехали. А? Как ты думаешь? Только не начинай. Так всегда в долгой дороге. Довольно скоро становится скучно. Привыкай. Ну, я голоден. И хочу пить. Эй, ребята! Как вас сюда занесло? Как поживаешь, Туча? Мы едем на край света. Хочешь с нами? Какое совпадение! Я как раз собирался путешествовать. Тут вообще-то я. Ладно.
А что у тебя здесь? Моя еда. Я делюсь только с близкими друзьями. Правда? Ты помедленней, Петунья, а то мы разобьемся. Ты держись двумя лапами, а я подержу узелок. Тормоза не работают! Нужно было проверить тормоза перед отъездом. Если бы я знал, что ты их не проверила, я бы не согласился прокатиться. Все не так страшно. Было весело. О, как чудесно! Об этой части сада мы даже не знали. Ух ты! Красота! Да, ты права. Тут хорошо. Идеальное место, чтобы перекусить. О, Майда, а где я оставил узелочек? Ну, Луптиду, а тебе нравится? Луптиду, где моя еда? Да, это самый красивый край света в мире. Во всем мире. Где моя еда? Внимание всем! Игра начинается! Давай, Петунья, покажи свой лучший удар. Берегись, банановая голова! Предупреждаю, я сегодня в ударе! Прости, Лупи, я не хотела. Мама, пора в школу, да? Мне горько об этом говорить, но, похоже, наш мохнатый друг нуждается в новом доме. Нет, мы починим этот. Я вам покажу, как это сделать. Я же король починки. Но, Лупдиду, подумай. Нам же нужны инструменты. Ну, я совершенно случайно знаю, где их раздобыть. Начинайте собирать доски. Я скоро вернусь. Мы проведем благоустройство. О, бедный Лупдиду, сегодня просто не твой день. Привет всем! Туча рассказал мне, что произошло. Не бойтесь, я все починю. Ух ты, поразительно! Нужно только сколотить его гвоздями. Это просто. Подожди, Василь. Это моя будка, так что ее починю я сам. Да, но молоток мой. Кроме того, я уже построил крутой скворечник. То есть я знаю, что делать, а ты не знаешь ничего. Но я-то не скворец. Будки это, между прочим, для собак. Вот так. Полегче, ребята. Раз вы двое не можете договориться, я беру все в свои лапы. Лупдиду, это не смешно. Разве ты не видишь, что Туче больно? Отдай мне! Быстро!
Если так пойдет, то мы никогда не починим будку. Луп-Диду, будь благоразумен, предоставь это Базилю. Никто не смеет трогать мою будку. Я знаю этого глупыша как свои 5 пальцев. Он упрям, как осел. Так что отдай ему молоток, прошу. Вот что, Луп-Диду, если ты ударишь по пальцу молотком, то больно тебе будет долго. Это точно! Так. Ага. Та-дам! Да ладно, Луп-Диду, ты же не собираешься боксировать? С этим я не ударюсь. Тут у меня не пусто. Скажу тебе, что даже в перчатках ты ударишься. Мой бедненький на все руки мастер. Жалко, что ты поранился, Луп-Диду. Но я же предупреждал. Так, сейчас я починю эту будку раз и навсегда. Дай мне второй шанс. Это моя будка. Моя. Как я уже говорил, нужно найти нашему мохнатому другу новый дом. Вообще-то у меня есть кое-что подходящее. Ну я... Так, Луп-Диду, вот крепкий дом, я сам его сделал. Он прав, скворцы не жаловались. Если почувствуешь себя раздавленным, всегда можешь отоспаться в этом доме. Знаете, ребята, я иногда жалею, что не родился Чихуахуа. Луп-Диду. Да ладно, все не так плохо. Где мои блохи? Я потерял блох. Мои блохи! Семья Блох ищет новую собаку для проживания. Хотим, чтобы было спокойно и тихо. Главное, тихо!